Коронавирус не повлиял на уровень бедности в Коми в 2020-м. Республике удалось сохранить показатели 2019 года. Об этом на часе с министром рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Екатерина Грибкова. Напомним, работа в таком формате проводится по поручению Владимира Уйба. Руководитель ведомства представила отчет о деятельности команды за прошлый год, поведала о ближайших планах и ответила на вопросы общественников. Подробности в материале Анны Зубаревой. С началом пандемии социальная поддержка населения в республике перешла в новый формат работы. Отрасль оперативно перестраивалась, чтобы решать задачи, столкнуться с которыми никто не ожидал. В прошлом году ведомство получило 16 миллиардов 400 миллионов рублей. Большую часть этих федеральных и республиканских средств пустили на стабилизацию ситуации. К примеру, выплату пособий, компенсации работодателям на частичную оплату труда, доставку продуктов. Такую помощь в нашем регионе получили более 250 тысяч человек. Это каждый третий житель Коми. Конечно, не забыл Минтруд и о других направлениях. Деньги были выделены на поддержку семей с детьми, укрепление материально-технической базы, заключение социальных контрактов. В 2020 году заключено 4170 социальных контрактов. Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, 64% жителей республики, которые завершили социальный контракт, повысили свои доходы. В том числе 21% смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию и перестали быть малоимущими. К 2030 году в Коми планируют снизить уровень бедности до 7,8%. И все, кажется, к этому идет. Задолженность по зарплате уже уменьшилась на треть. По данным на начало этого года, 21 организация республики должна 66 миллионов 700 тысяч своим сотрудникам. Наша основная задача на 2021 год – это восстановление к четвертому кварталу численности занятого населения Республики Коми до уровня 2019 года. Такая задача поставлена президентом России. Из-за ограничительных мер, что было, к слову, предсказуемо, увеличился уровень безработицы на 2 процентных пункта. На социальные выплаты, материальную поддержку, финансовую помощь безработным ушел 1 800 000 000. Пришлось бросить все силы и средства, чтобы максимально сгладить ситуацию. Но ценят это, как оказалось, далеко не все. Зампредседателя Общественной палаты Коми Галина Лапшина посетовала, мол, некоторые специально не спешат сегодня официально оформляться. Предпочитают получать пособие по безработице, нежели настоящую зарплату. И при встрече с работодателем, к которому его отправляют сотрудники Центра занятости, идут на откровенную аферу. Почти все приходят и говорят: сделайте мне отметку, что мы вас не устраиваем. Или говорят, что мы все равно, значит, будем работать так, что вы нас уволите. А между тем, сегодня в регионе 9 тысяч безработных, тогда как вакансий 13 тысяч. Вывод один: необходимо заставить человека понять, что реальная работа лучше пособия. Это как история про удочку и рыбу. Не нужно ведь объяснять, почему первая дарит гораздо больше перспектив. Уровень квалификации тех работников, которые на сегодняшний день приходят к работодателю, может быть недостаточным. И работа службы занятости, она-то и основана на том, чтобы мотивировать этого работника, обучать этого работника, сопровождать этого работника. Поэтому здесь работы очень много, и от службы занятости, от их качества работы, от их настроения, мотивации самих работников очень много зависит. Еще один вопрос, рассмотренный во время часа с министром – условия проживания пожилых граждан и инвалидов. Для их улучшения было начато расширение Кунипского и Тентюковского домов-интернатов. Строительство должно завершиться в 2022 году. Цитата Екатерины Грибковой: «Система сегодня выстроена. Имеются интернаты как на севере, так и на юге республики. А в каждом центре соцзащиты населения есть полустационарное социальное обслуживание. Последнее ждет в скором времени преобразования». Они готовы с ним дальше жить, но у них нет навыков правильного ухода. Кроме того, сразу вопрос возникнет: не ведь все родственники смогут дома постоянно пребывать, бросать свои работы. Это ведь уход, это очень тяжелая работа. Поэтому будет создаваться следующая ступень. Это полустационарное социальное обслуживание, которое будет подразумевать не только активное долголетие, но и уходовые услуги, реабилитационные услуги на базе как раз-таки центров социальной защиты. Будут создаваться дневные отделения, куда человек может привести своего родителя, своего близкого человека на час, 4, 8, до 5 часов примерно. Одним из важных пунктов встречи стали наказы общественников. Предложений у них немало.
Например, создать ресурсный консультативный центр для семей, ввести выдачу готовых документов в роддоме сразу после рождения ребенка. Еще из инициатив – бесплатный проезд студентов из многодетных семей. И новый министр Коми, кажется, открыта для диалога, и все предложения по улучшению работы ведомства берет на карандаш. Анна Зубарева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.